А мы так радовались открытию границ с Узбекистаном. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как переход границы с Узбекистаном превратился в бизнес. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Сотни таджикистанцев пытаются вылететь в Россию из Узбекистана. Оттуда и билеты дешевле, и рейсов больше. И тысячи граждан Таджикистана хотят попасть в соседнюю республику, чтобы просто повидать родственников. И возникает вопрос, почему самолетом это может сделать каждый, а наземным транспортом только избранные? В чем логика? Она здесь не просматривается. Между тем, помощь в переходе госграницы стала источником заработка для многих людей. Сейчас стало известно, что пункты КПП между Таджикистаном и Узбекистаном практически вовсе перекрыли. С таджикской стороны пропускают единицы граждан. У пропускных пунктов скопились люди, многие с билетами на руках. Источники в одном из КПП сообщил, что до вчерашнего дня пропускали людей за взятку, теперь пропускают только несколько человек в день. Причину мы не знаем. Возможно, приказ от руководства. Может, это жалобы граждан о взятках на КПП дошли до них, и так они пытаются принять меры. А возможно, есть и другая причина. Тем временем, сегодня утром около администрации города Пенджикент собрались десятки пассажиров, которые хотели перейти КПП Саразм, Джартепа и далее авиарейсом направиться в Россию. После нескольких часов ожидания председатель города Абдухалик Халикзода вышел к ним и пообещал решить проблему. Сегодня на границе между Таджикистаном и Узбекистаном круглосуточно работают только 9 КПП, 5 автомобильных и 4 железнодорожных. Только в дневное время работают 7 контрольно-пропускных пунктов. Люди советуют при переходе границы сначала найти знакомых, таможенников или пограничников. Если таковых нет, следует найти посредника. Их на границе очень много. Они предлагают разные цены за содействие в пересечении границы. С ними можно и торговаться, потому что изначально они просят 1500 самани. Есть посредники, которые помогают мигрантам не только пересечь границу, но и довозят до Ташкента, Самарканда, Ферганы, то есть до любого города соседней республики, откуда есть рейсы в Россию. У посредников хорошо налажены связи в Узбекистане. Они знают, где заночевать, если за один день купить авиабилет не получится. Знают, где дешевые кафе и чайханы, гостиничные дома. У них есть связи с авиакассами Узбекистана. После того, как клиент вылетел в Россию, они спокойно возвращаются домой и ловят очередную партию клиентов. Вывозят граждан Таджикистана в Узбекистан группами. С группой менее 4 человек им работать невыгодно. Сколько и кому за частый переход границы они платят, конечно, посредники не говорят. Это их коммерческая тайна. У одного собеседника, чтобы отправить сына в Россию, ушло около 7000 самани. Как оказалось, его также сопровождал посредник до Ташкента. Конечно, молодой человек заплатил ему и за это, но даже с вычетом всех затрат экономия составила около 5000 самани. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Въехать в Узбекистан наземным транспортом могут только граждане Таджикистана, у которых есть приглашение из Узбекистана, например, из медицинского центра, и имеется разрешение на поездку с таджикской стороны. С таджикской стороны его дает штаб по противодействию коронавирусу, по факту обращаться нужно в МИД. Также Ташкент и Душанбе пропускают через свои наземные границы тех, у кого на сопредельной территории скончались или тяжело заболели близкие родственники. Данная категория граждан должна иметь при себе загранпаспорт и заверенную властями телеграмму о болезни или кончине родственника. Границу могут пересекать обучающиеся в вузах Таджикистана и Узбекистана. При пересечении границы им необходимо наряду с паспортом предъявить студенческий билет. Граждане Таджикистана или Узбекистана, которые имеют на сопредельной стороне жену, мужа или детей, тоже могут переходить границу. Им необходимо предъявить пограничникам свидетельство о браке и рождении детей. Все категории граждан должны иметь документ, подтверждающий отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный методом ПЦР. Тест должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до отправления. Граница с Узбекистаном закрыта в связи с пандемией уже больше года. В этом году несколько раз обсуждалась возможность открытия границ, но вопрос так и не был решен. Не прояснилась ситуация после встречи лидеров двух соседних государств 11 июня, на что очень многие надеялись. В то же время воздушное сообщение между странами все так же открыто, и поэтому возникает логичный вопрос: почему закрыты наземные контрольно-пропускные пункты, если самолетом в Узбекистан может вылететь любой гражданин Таджикистана, ровно так же перейти границу с ровно тем же ПЦР-тестом?
На этот вопрос никто из официальных лиц, к сожалению, не ответил. Мы можем строить только предположения. Ну а пока определенная категория граждан зарабатывает немалые суммы на нуждах таджикистанцев. И такое положение, кажется, устраивает всех, и официальных лиц, и, собственно, желающих пересечь границу с Узбекистаном. Как вам такая ситуация? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!